26 по 27 июня состоялся 11-й республиканский фестиваль молодежных субкультур «Зажигай вместе с нами». В рамках Года молодежи в Республике Саха-Якутия организаторами данного мероприятия была проведена масштабная работа. Фестиваль был приурочен к Российскому дню молодежи и Международному дню борьбы с наркоманией. Традиционно из года в год в проведении фестиваля оказывают поддержку Министерство по делам молодежи и семейной политики, Министерство спорта, Министерство по развитию институтов гражданского общества Республики Саха-Якутия, а также окружная администрация города Якутска. Ежегодно мы делаем выводы, что произошло у нас по результатам фестиваля. И сразу же подготовка к следующему фестивалю, она начинается буквально после окончания данного фестиваля. То есть у нас целый год впереди для того, чтобы провести работу над ошибками, провести с заинтересованными предприятиями диалог. Ежегодно, в принципе, традиционно уже устоялось, ничего сложного в этом нету. То есть определенно те же 20 направлений субкультурных, разделенных по блокам. Это экстремальные виды спорта, хип-хоп, спортивные мероприятия, танцевальные и так далее. То есть особых изменений нет. Единственное, то, что ребята повышают свой уровень мастерства. И с каждым годом, конечно, каждое направление развивается. Действительно, фестиваль «Зажигай» проводится ежегодно. И здесь, наверное, нужно отметить, что это инициатива самой молодежи и общественной организации. Ежегодно мы поддерживаем их. Они в течение года занимаются нетрадиционными видами спорта, различными теми течениями, которыми увлекается современная молодежь. Очень интересные соревнования. Они направлены на физическое развитие, духовное развитие, приобщение к здоровому образу жизни. Ежегодно количество молодежи, занимающейся различными субкультурами молодежными, спортивными состязаниями, которые не входят в какую-либо в олимпийскую программу, увеличивается. Если мы 11 лет тому назад начинали с 4 направлений, с 5 направлений, сегодня их уже 17 и более. За эти 11 лет выросло целое поколение не только городских ребят, но и ребят республики, которые знают, что такое «Зажигай», которые участвовали в нем, которые добивались в нем успехов. Потому что «Зажигай» – это замечательный старт в жизни. «Зажигай» в подростковом возрасте детям дает уверенность в своих силах. И дети, участвуя в нашем «Зажигай», понимают, что в этой жизни все зависит только от них самих. И то, как они будут жить, каких успехов будут добиваться, как будут учиться, работать. И кем они в конце концов в этой жизни станут и займут достойное место, это полностью в их руках. Поэтому зажигайте вместе с нами, будьте с нами. Ни шагу на месте, ни шагу назад, а только вперед и только все вместе. Надо отметить, что в этом году, в отличие от предыдущих, всего будет 20 направлений, по которым молодежь сможет очень активно себя проявить, ну и, конечно же, получить призовые места, почетные грамоты, дипломы и подарки. На площадках будет работать около 400 молодых людей. Необходимо отметить, что данный фестиваль проводится с целью пропаганды здорового образа жизни в республике и, конечно же, для того, чтобы молодые люди были заняты полезным досугом. Стараемся их всячески поддерживать, создавать все необходимые условия. В этом году всего было 20 различных направлений. Участники состязались за звание лучшего. В эти жаркие летние дни ребята показывали свое мастерство по тому или иному виду направления, зарегистрированных на фестивале «Зажигай». В первый день вошли экстремальные виды спорта, такие как BMX, слалом, скейтбординг, роллерблейдинг, скутер, которые состоялись на Комсомольской площади, а также по танцевальным направлениям в парке культуры и отдыха. Это поппинг, хаус, ваакинг и хип-хоп. Моя работа – это быть объективным. Надо подогревать интерес людей к этому виду спорта. Берется заезд участника, какие трюки он выполнил, сложности их суммируется, и сколько баллов набрал, столько и получается. Я участвую в направлении BMX. Начал я вообще кататься на BMX с 15 года, вот как мои друзья начали. Они говорили, ну давай кататься, а почему бы и нет? И вот участвовать я сейчас впервые. Но я раньше увлекался этим, смотрел, вот участвовал, и раньше мне не хватало опыта как бы.
с нашими якутскими райдерами. Как бы. Вообще я с самого детства вообще, ну, обычные велосипеды катаюсь, типа просто катаюсь. И вот с детства на велосипеде тянуло, потому что у меня отец, типа велосипедист, он с детства, как бы, он меня учил. Я вообще с 4 лет примерно начал кататься, вообще, ну, как бы научился. Раньше я давно хотел трюком заниматься, вообще прыгать, скакать, это все мое, как бы. И нашел, как бы, велосипед и скакать, как бы, одно и то же. Мне нравится делать, просто расслабляет очень сильно, мне кажется. Забываешь обо всем. Городской суеты просто берешь, надеваешь наушники, берешь свой велосипед и начинаешь кататься. Это просто расслабляет очень сильно. Забываешь о всех проблемах. В основном я занимаюсь месяцев 5-6, вот, когда я перешел на самокат. Мне просто стало интересно, и я хочу как бы испытать себя, что ли, попробовать и, не знаю, показать что-нибудь. Я катаюсь вообще в свободное время, сюда прихожу. Точно не знаю, сколько отнимает, но за весь день часов 6, наверное, катаюсь. Мне иногда помогают друзья, подсказывают что-то. Либо учусь сам, ну, пробую иногда. А так, не знаю, по большей части сам. Я в основном смотрю в интернете, вот по ним как-то пробую. Зажигает, дает возможность показать себя новичкам, которые только катаются или, ну, не только катаются, а просто показать свой талант или еще что-нибудь. Я думаю, это наоборот очень хорошо, когда ты можешь не просто для удовольствия, а показать кому-нибудь еще. Или проверить себя, например, тоже. Я выбрал вот этот спорт, потому что он доставляет мне удовольствие, что ли, не знаю. И мне более интересно этим заниматься, чем пить и курить. Я не понимаю этих людей вообще. Спорт дает человеку выносливость, силу. Заниматься спортом — это намного лучше, чем пить, курить и принимать какие-то другие наркотики. Остальным участникам хочу пожелать удачи, не терять бдительность, держать равновесие, они могут упасть. Катаюсь в основном по площадям, по городу катаемся. Там собираемся с ребятами и катаемся. Сегодня первый раз участвую, так как первый раз «Зажигай» проводят по самокату именно в Якутске. Начал кататься еще в том году, где-то в середине мне только самокат купили, мой первый. Мы купили его с родителями в Владивостоке. Только в конце лета приехал в Якутск и начал сразу же кататься. Первые самые мои эмоции, как-то, не знаю, какой-то эпик был, сейчас буду прыгать. А когда, например, катаешься стрит, точнее по городу, тогда эмоций у меня много. А когда новые трюки учу, всегда одеваю защиту. Во второй день ребята состязались по следующим направлениям: воркаут, футбольный фристайл, трекинг, панна, паркур. А также были такие виды, как стритбол, битмейкинг, граффити, брейкданс, рэп и битбокс. Судейство велось по музыкальности, работе с залом и оригинальности. Главное не повторяться. Трудновато было, конечно, в финале, потому что ребята почти одинаково, на одном уровне делали, и поэтому было. Но парень, который занял второе место, он повторился. То, что сделал в первом раунде, он под конец сделал это и второе. Это и стало решающим моментом. Я сам занимаюсь с 2012 года, получается уже 5 лет. Участники одни и те же, но у каждого уровень лучше становится. Кто-то, наоборот, чуть-чуть забрасывает. И вот это вот самое качество, когда выигрывает человек, он должен дальше продолжать тренироваться, усиленно делать, тогда будет дальше победа. И не заниматься — это плохо. Для любого мероприятия плюс для того, что люди показать себя. Это тренирует характер, раскрепощенность, общение с людьми лучше становится. В социуме себя ведешь по-другому. И просто получаешь кайф и хорошее настроение.
Фестиваль «Зажигай вместе с нами» завершился поздравлениями и награждениями. Ребят поздравили министр по развитию институтов гражданского общества Республики Саха-Якутия Сардана Гурьева, начальник полиции МВД по Республике Саха-Якутия, полковник полиции Александр Канин и многие другие. Я вот 3 года занимаюсь, вот, и за 3 года вот успел дойти до первого места. Я в детстве хотел стать музыкантом, но у меня не было денег на гитару. Я смотрел, как другие делают музыку, и повторял за ними ртом. Вот так вот. Вот так. А потом уже как-то начал технику нарабатывать, там, и как-то вот так само пошло. Это хорошее хобби, и вообще даже развитие в этом тоже можно получить, как бы дикция очень хорошо развивается, например. Очень полезно и, самое главное, нравится. Для меня «Зажигай» — это такое мероприятие, одно из немногих в Якутске, которое проводится вот для детей, в котором можно для себя вот что-то получить и, самое главное, показать другим людям, чему ты учишься. А не просто так, например, скучно будет, если битбоксишь у себя в комнате всю жизнь и вообще. А так вот можно показать, чему научился, и поощрение есть. В этом году «Зажигай 2017» прошел очень ярко, красочно, в принципе, как и всегда. Но в этом году было жарко, было круто, было много эмоций, было соперничество, конкуренция, и вот эта вот вся подпитка была классная. Мне понравилось. Что для меня означает «Зажигай»? Это как ежегодный праздник для меня, лично для меня, потому что всегда есть с кем поговорить, всегда есть поделиться опытом, всегда есть что-нибудь такое крутое и прикольное. Это очень классно, то, что люди зажигают вместе с нами, они должны зажигать. Нужно побольше молодежи. Молодежь, приходи к нам, будь с нами, зажигай вместе с нами. Традиционно из года в год в проведении фестиваля оказывают поддержку Министерство по делам молодежи и семейной политики, Министерство спорта, Министерство по развитию институтов гражданского общества Республики Саха-Якутия, а также окружная администрация города Якутска.